От оперы до джаз-рока, от авангарда до эстрадных хитов. Его творческий диапазон поражает воображение. Виртуозный пианист, талантливый композитор и автор первого национального осетинского мюзикла по мотивам бессмертной поэмы Костахи Тагурова «Фатима». Он неустанно ломает стереотипы и расширяет творческие горизонты. Артем Пысь – один из самых одаренных музыкантов современной России. Но кто он? Классический композитор или дерзкий экспериментатор, чья музыкальная вселенная безгранична? От снежных вершин до цветущих долин его сердце принадлежит мелодиям родного Кавказа и его фольклору. Какие таинства он ищет в древних мелодиях гор? Может ли народная музыка звучать современно? Как вдохнуть новую жизнь в забытые мелодии? Ответы на эти вопросы в большом интервью с музыкантом, который считает сохранение этого бесценного наследия для будущих поколений своей великой миссией в искусстве. Артем, здравствуйте. Барайрштон, Маваржан, Зауджихау, Забахут. Ой, как интересно, вы владеете осетинским языком. Необходимо это все-таки, когда погружаешься в республику, обязательно, для меня. Надо а когда первая начинать. Встреча произошла с осетинским зрителем, с Осетией? Это было не так давно, в 23-м году. Как раз тогда у нас начиналась работа над мюзиклом «Фатима». И я тогда впервые приехал в Осетию, хотя я очень часто бывал рядом в Кабардино-Балкарии много раз, но как-то не получалось добраться, хотя у нас уже были очень давно связи с Осетией. У моей мамы дядя был отсюда, и мама сюда приезжала когда-то давно, в советские годы, к нему на свадьбу. Спустя годы теперь я уже приехал, и с таким уже интересным проектом. Насколько мне известно, вы маму приглашали и на премьеру мюзикла. Как изменился город, что говорит мама из своих воспоминаний, каким она помнит Владикавказ того периода своей молодости? Да, мама была где-то в 70-е годы здесь, а потом приезжала уже в 80-е сюда. Конечно же, все очень изменилось. В лучшую сторону, естественно, и какой стал прекрасный и проспект, и набережная. Потому что не сколько она помнит там тщательно, но, тем не менее, очень все развивается, и город по-настоящему привлекает людей. Хочется сюда еще приезжать и напитываться этой энергетикой, потому что все города кавказские интересные, но здесь какое-то особое место силы. Сейчас я тоже это понял, когда сюда уже приезжаю, не первый раз. Артем, а ваша историческая родина является для вас неким местом силы, где вы набираетесь энергии, творческого вдохновения для следующего творческого рывка? Конечно же, я сам родом из Адыгеи, там мои все родные, все родственники, и несмотря на то, что я живу уже много лет в Москве, там я учился и работаю, но я при любой удобной возможности стараюсь приезжать в Адыгею, выезжать в горы, естественно, у нас есть дача в горах, поэтому как-то всегда не хватает этой связи с землей, так как, вы знаете, в столицах все-таки совсем другой уклад, и как-то земли редко где ее можно, так скажем, прочувствовать. А в наших краях горных это, естественно, очень важно. И когда, тем более, если человек из этих мест, то все равно эта связь, ее нельзя нарушать. Важно возвращаться и напитываться этим. Артем, у вас достаточно плотный рабочий график. Вы работаете над несколькими проектами. Это эмоционально, физически, морально наверняка истощает. Расскажите, что для вас является точкой вдохновения? Да, конечно, с каждым годом количество проектов только увеличивается. Это, естественно, очень хорошо, что есть всегда работа, и есть разные проекты, очень интересные, где задействовано очень много людей, и какие-то интересные реализации. По поводу вдохновения, знаете, когда-то еще говорил Петр Ильич Чайковский, что вдохновение не любит ленивых. Тут на самом деле такой момент, сказать, что что-то конкретно вдохновляет. Нет, просто это часть же жизни, данность, поэтому все время приходится, не знаю, даже можно ехать в метро и о чем-то думать, например, о каком-то проекте, о каких-то реализациях, или там, я не знаю, где-то на работе что-то делая, какую-то работу такую рутинную, тоже параллельно мозг работает над проектом, допустим, каким-то, поэтому конкретно, чтобы сказать, там куда-то поехать, там сесть в какую-то позу и там ждать каких-то снисхождений волшебных, я, если честно, в это не верю. Я об этом неоднократно говорил, что это все, мне кажется, сказки, что кто-то лег спать ночью, проснулся и записал там симфонию. Вас называют одним из самых талантливых композиторов современной России. Интересно,
Все-таки талант – это дар или кропотливая работа? Ну, видите, как называют, может быть, это хорошо, но на самом деле я могу сказать, что, безусловно, малая толика того, что говорят талант, все равно это, как всегда, уже известное выражение, 99% труда. Особенно я могу как бы акцент сделать на то, что я же человек из маленькой республики, и, представляете, преодолеть этот путь, потому что я был в Адыгее и сразу попал в Москву. Это был гигантский путь, просто проделан, потому что, сами знаете, как это сложно вырваться через какие-то обстоятельства, сложности и попасть в Москву, в этот центр культуры, центр жизни. И в какой-то степени пришлось себя заново выстроить в Москве, потому что Москва требует совсем других установок, нежели наши кавказские какие-то традиции, поэтому пришлось многое наверстывать, учиться многому там уже, и эти навыки потом уже привносить и соединять с нашим кавказским уже мировоззрением внутри. Поэтому это огромный труд, очень большой труд, и я считаю, что это необходимо, потому что все равно так не бывает, что кто-то придет, там за ручку возьмет, приведет и скажет: вот, пожалуйста, тебе. Нет, так тоже бывает, но это все ненадолго. Если хочется именно всю жизнь работать, то надо, естественно, самому вкладываться в себя прежде всего. У каждого творчества есть свой подвиг. Слова Николая Гумилева. Для вас в искусстве что является подвигом? Я этим принципом руководствуюсь всю жизнь. Это, прежде всего, честность по отношению к себе. Вот так вот я бы сказал, потому что ложь и попытки заниматься тем, чем ты не должен заниматься, вопреки своему какому-то желанию, вопреки своей воле, это, мне кажется, очень плохо. Потому что жизнь, что уж говорить, проходит быстро. И если мы ее будем тратить на что-то, то, что нам не нравится, то это, мне кажется, не есть правильно. Потому что потом будем жалеть, будем думать: ну а почему мы не сделали так, а кто-то что-то сказал. А нет. Нужно, если вот есть желание, потребность реализовывать это, то нужно реализовывать. Поэтому только честность. И ничего не бояться. Вот и все. Вот идти вперед, бросаться в эту реку бурную. Но с умом, самое главное, чтобы эта река, сами знаете, затянет, и оттуда уже не выплыть. Ну, если без ума действовать. Только с рассудком, и река вынесет туда, куда надо, в открытое море. Вся музыка – это диалог с кем-то или с какими-то обстоятельствами, явлениями. Собеседники бывают разные. Вы в своем творчестве с кем или с чем ведете диалог, создавая музыку? Хороший очень вопрос. Ну, вообще, в целом, изначально музыка предполагает диалог со слушателем. Безусловно, вот изначально музыки не существовало, во всяком случае академической, без контакта со зрителем. Потому что нет зрителя, нет музыки. Это очень взаимосвязано. Плюс еще есть такой третий компонент, как исполнитель. И вот эта вот такая триада, да, композитор, исполнитель, слушатель, она и вызывает вот те самые эмоции, которые мы получаем от музыки. И, безусловно, хочется, на самом деле, вот не в своем творчестве соединить несоединимое. Если, может, вы какие-то мои произведения наблюдали, кстати, и в Фатиме это тоже было, какие-то традиции, может быть, не самые типичные, вот опять-таки даже возвращаясь к мюзиклу. Но мюзикл, не самый кавказский жанр все-таки в целом. Его, не было. Даже в России, в принципе, традиции мюзикла, не такие были популярны. На российской почве мюзиклы стали приживаться относительно недавно, в конце 90-х, начало 2000-х. Это достаточно короткий исторический период. Вот короткий период, и еще нету глубоких традиций, какие есть на Западе с этим жанром. Поэтому, когда вот сочетая такие необычные рамки, как Кавказ и мюзикл, естественно, приходится что-то отсекать, что-то добавлять, что-то находить новое. И возникает новый жанр. И поэтому я отчасти вот этим и занимаюсь, таким соединением несоединимого, столкновением несоединимого, такой отчасти, как это сейчас можно называть, постмодернизм. То есть то, что уже, казалось бы, когда-то было, вся музыка, в принципе, уже до нас написана. Но в разных контекстах, под разным
взглядом, под разным углом зрения можно найти новые какие-то краски. Поэтому я вот этим и занимаюсь. От больших жанров и заканчивая, не знаю, песнями, какими-нибудь произведениями простого вот порядка, где тоже бывают какие-то интересные эксперименты. Благ наш Господь, Он сохранит ваше согласие и вашу любовь. Счастьем всегда вас наградит, дальним потомством на славу веков. Смелые эксперименты – это ваша отличительная творческая черта. А вот интересно, как создается музыка, как создается произведение? За фортепиано, на нотном стане или музыка рождается где-то глубоко в сознании? Ну, тоже, опять-таки, вопрос интересный, так как, естественно, у всех абсолютно разный подход. У каждого композитора, кто связан с музыкой, он по-разному творит, как ему хочется, как ему удобно, так скажем. Кто-то за фортепиано, кто-то сразу пишет, не знаю, вот как сейчас теперь уже в компьютере партитуру. Но первоочередно все равно, вот для меня, во всяком случае, это, конечно же, идея. То, что я буду воплощать конкретно, что я буду вот этой музыкой выражать. Поэтому для меня, конечно, важен именно идейный фон, вот идейная составляющая, поэтому все мои проекты, ну, как правило, это если крупные жанры, конечно, там есть уже драматургия, есть либретто, есть какой-то сюжет. Вот. А если что-то не связано с проектами, то, безусловно, это или литературная основа, или какой-то первоисточник, там, я не знаю, роман, или какие-то стихотворения, либо просто, не знаю, какой-то первоисточник, не знаю, это живопись из истории, который меня может вдохновить, и я уже думаю, как это можно воплотить в звуках. Вы работаете в разных жанрах, соответственно, используете различные инструменты для создания музыки. Работа в разных жанрах для вас – это точка самовыражения? Ну, во-первых, для любого композитора это необходимо работать в разных жанрах, потому что все-таки даже консерваторский курс, который тоже я прошел, не побоюсь этого слова, в лучшем вузе страны, для меня Московская консерватория, моей, так скажем, альма-матер, где, естественно, всегда делается уклон, вот акцент на поиски и эксперименты во всех жанрах, от камерных до самых-самых сложных, как вот мюзикл, опера, там, симфония, я не знаю. Вот. И на самом деле всегда хочется себя реализовать в разном. Безусловно, часто, как показывает опыт, если уходить на рельсы коммерческие, то, безусловно, часто диктует заказчик, что писать. Поэтому тут бывает не то, что мне хочется, а то, что надо. Но опять-таки это заказ. По большому счету весь мир так и всегда жил, и многие великие композиторы писали тоже на заказ, вот им заказывали что-то, они работали, в срок выполняли. Поэтому сейчас в этом плане ничего не изменилось. Вот. А также параллельно существует то, что я пишу для себя, например. Какие-то сочинения, что мне интересно, что, может быть, будет исполнено не сразу, позже. Вот это все параллельно сосуществует, так скажем, такая двойная игра. То, что заказывает заказчик, и то, что я пишу для себя. А в идеале, конечно, хочется, чтобы то, что заказывает заказчик, резонировало с тем, что хочу я. Тогда это будет, конечно, самое лучшее.
Это сложно представить себе и сложно укладывается в музыкальные парадигмы, но в 2018 году в одном из сочинений у вас принимал участие рэпер, который зачитывал текст в сопровождении смешанного хора. И это происходило на сцене Малого зала Московской государственной консерватории имени Чайковского. Как вообще такое стало возможно? И не осудил ли вас, скажем так, педагогический состав за такой смелый эксперимент? Да, я могу сказать, что я впервые это сделал за историей Московской консерватории, когда настоящий хип-хоп, исполнитель, рэпер участвовал в музыкальном произведении. Это был такой эксперимент в рамках одного фестиваля, и я считаю, он был довольно удачный. Потом это сочинение очень много раз исполнялось в разных странах, и на фестивалях, и просто в концертах. Довольно это было интересно. Но вообще, опять-таки, возвращаясь к началу, что, в принципе, это вообще мой путь такого соединения несочетаемого. И я вообще, в принципе, помимо академического образования, я всегда очень любил джаз, рок. Ну, естественно, рэп для меня очень представляет большой интерес. И вот эти элементы того же хип-хопа в данном случае, мне показалось интересно соединить с каким-то академическим звучанием. И получился очень довольно интересный проект. Потом, впоследствии, на этой основе, у меня был тоже проект в 2022 году, где я, например, использовал рэпера как полноценного чтеца. То есть он зачитывал тексты, какая-то звучала музыка, потом он опять читал тексты, и получалась большая-большая неделимая композиция с участием рэпа, потому что мне кажется, что рэпер – это отчасти теперь голос эпохи. Во всяком случае, как вот были поэты 100 лет назад, тот же Маяковский. А то же самое теперь сейчас рэперы отчасти как бы выступают вот этим вот мерилом нашей культуры. Может быть, иногда это немножко грубовато звучит. Ну, наше время, ну, так скажем, не самое, так скажем, спокойное. Поэтому и рэперы стараются его воплотить. Поэтому я это использую как вот часть времени и считаю, что у этого направления большое будущее. Проснулось все, прошла дремота, рассеян мрак, повсюду свет, ликует мир, кипит работа, и все живой свой привет шлет солнцу. Вы, как большой музыкант, для себя делаете какое-то различие между хорошей и плохой музыкой? И есть ли вообще какое-то мерило качественной и некачественной музыки? Да, безусловно. Вы правильно заметили, что я могу сказать даже вот про себя, что музыка на самом деле делится либо на хорошую, либо на плохую, потому что среднего, ну, наверное, не дано. На самом деле всегда критерий, ну, вот для меня, это, конечно же, профессионализм все-таки. Как это сделано? Потому что разделение, как многие делят часто, вот это симфония, вот это хороший жанр, а там, я не знаю, песня, это что-то такое низменное, плохое, нет. На самом деле есть, мы прекрасно знаем, есть образцы выдающихся просто шедевров и песенной классики, и каких-то альбомов интересных, и каких-то групп, которые тоже останутся в истории мировой культуры, вместе с теми же симфониями, с операми, с балетами, также они будут жить вечно. Поэтому, естественно, для этого композитору крайне желательно получить все-таки академическое образование какой-то бэкграунд этот важный. А уже потом на этой почве уже начинать что-то экспериментировать. Как известно, все, даже те же художники-авангардисты, они были прекрасными живописцами традиционной живописи. Но потом они от этого отказались и на этой базе создавали свои абстракции и то, что мы сейчас знаем, как часто беспредметную живопись скажут, ну что это за ерунда, как это можно рисовать. А у человека, собственно, было образование академическое, то есть он умел рисовать. Но вот себя так сам реализовывал в другом вот амплуа. Поэтому для меня это важный критерий, именно базовое образование, а уже потом безграничное поле для экспериментов. Вы высокоинтеллектуальный и начитанный собеседник. В музыке вы экспериментируете с художественными произведениями, практикуете перекладывать художественные произведения на нотный стан? Конечно же, это, по большому счету, главная вообще моя задача. Как говорится, мы не ищем легких путей. Мы берем часто вот очень сложные сюжеты. В частности, вот, например, моя дипломная работа была на основе Джерома Селлинджера,
на него писать, ну, крайне сложно. Я, например, не знаю примеров, кто еще бы мог написать оперу на тексты Селлинджера, потому что ну, настолько это абсолютно не драматургический писатель, там нет сюжета по большому счету, там время движется медленно, и как из этого создать большое сочинение, вот меня такие вопросы интересовали. В частности, конечно, если возвращаться к Фатиме, то там, естественно, совсем другой сюжет. Конечно, великий Коста написал прекрасную поэму, которая сама по себе уже позволяет безграничное поле для творчества, потому что прекрасный сюжет и ситуация, которая там поясняется, естественно, вдохновляет на ее реализацию в музыке, чтобы, вот опять-таки, возвращаясь к массовым жанрам, погрузиться в этот мир, потому что каждое сочинение любое – это погружение, будет даже песня. Все равно мы погружаемся на вот это время, вот либо короткое, либо долгое, вот в этот мир героев. А большие полотна, как оперы, мюзиклы, они погружают зрителя на более долгом промежутке. Поэтому важно здесь показать вот этот конфликт внутренний, но при этом, чтобы это было актуально, интересно и созвучно нашему времени, прежде всего. Я хочу, чтобы любовь ярким светом звезды над Кавказом любимым моим воссияла. От чеченских Нагорий гор Кабарды до седых и глубоких ущелий Галя. До седых и глубоких ущелий Галя. Как Наиб благородный любил свою дочь, как верна была клятве Фатима. Как ушел Джамбулат в непроглядную ночь о горькой судьбе Ибрагима. Не всегда безмятежной бывает любовь, не всегда счастье приносит, и порой наливает безжалостно кровь и смертельные раны наносит. Первый национальный осетинский мюзикл «Фатима», который был написан по мотивам одноименной поэмы Косты Хитагурова, это погружение в ментальное прошлое осетинского народа, осетинского общества того периода. И для понимания апогея всей трагичности той ситуации, которая описана в поэме, соответственно, нужно было, наверное, очень глубоко изучить историю, очень глубоко погрузиться в контекст этнического сознания осетинского народа. Как происходила работа над материалом? Я могу сразу сказать, что на самом деле творчество Косты Хитагурова для меня было близко очень давно, так как, во-первых, я сам человек с Кавказа, мы проходили, естественно, всех выдающихся поэтов, связанных с Кавказом, и, конечно, творчество Косты Ивановича Хитагурова тоже было у нас в программе. Мы его читали, его стихотворения, какие-то его эссе. И вот, безусловно, спустя время, конечно же, опять-таки, фильм «Фатима», всем известный, конца 50-х годов. Вот. И когда вот возник вопрос о жанре мюзикла, естественно, было понятно, что, несмотря на то, что поэма, по сути, культовое сочинение для осетин, поэтому было важно максимально бережно к нему подойти, чтобы, опять-таки, сохранить баланс между прошлым и настоящим, потому что, опять-таки, возвращаясь к теме мюзикла, мюзикл жанр все-таки современный, со своими какими-то шаблонами определенными, какими-то клише стилистическими, которые, например, для кавказской ментальности, может, не слишком характерны. Поэтому было важно вот найти этот баланс, чтобы не перейти грань, естественно, чтобы все были довольны. Ну, опять-таки, понятно, всем нельзя быть довольным, но, тем не менее, как бы... Бережно так отнестись, да. Да. Все-таки, да, вот эти соединить традиции традиционного мюзикла уже на российской, опять-таки, почве и каких-то традиционно кавказских ценностей, поэтому мы очень так тонко балансировали, поэтому, на самом деле, помимо текстов Косты Ивановича, здесь, естественно, есть тексты и прекрасных поэтов, как Залина Басиева, Асламбека Тугузова, которые на основе текстов Коста какие-то создавали тексты, более применительные для песен, чтобы они более, как-то были по форме более простые, припевно-куплетные, так скажем, что типично для мюзикла. Но, конечно, подавляющее большинство, например, текстов второго акта, это подлинные прям тексты Косты Ивановича, абсолютно Хитагурова, которые идут прям вот,
почти дословно. В принципе, я с кавказской ментальностью знаком с детства. Для меня это все не новость. И, безусловно, очень много же у нас общего все-таки есть между народами. И какие-то вещи на основе культурного кода, в принципе, они были для меня естественны. Понятно, конечно, пришлось погружаться больше в языковую среду, в какие-то особенности народа, какие-то бытовые моменты, которые в Фатиме описываются, может быть, не очень типичные для всех народов, но вот именно в поэме это было так представлено. И вот на этой основе создавать уже такое сочинение, которое, мне кажется, должно выйти за рамки региона и даже не сколько даже на весь Северный Кавказ, но и на весь мир. Потому что все-таки история, она ведь вне времени. По большому счету, Косталь Иванович писал же, я думаю, что на будущее имел в виду, что это будет жить вне его времени. В веках, да. Да, в веках. Поэтому сюжет мы, опять-таки, старались в какой-то степени, опять-таки, за счет мюзикла, его погрузить в современную среду с тем расчетом, чтобы зрители современные здесь могли найти что-то для себя важное. Потому что все-таки, понятное дело, в те времена были другие традиции, было другое понимание тех же, опять-таки, каких-то культурных элементов. Сейчас многое, к сожалению, уже немножко было утеряно. И мы старались, конечно же, эту актуальность ее поднять в мюзикле. Собственно, о чем для данного сегодняшнего слушателя этот сюжет, о чем он говорит, к чему он призывает. И даже у нас в конце мюзикла в образе Коста выходит актер и говорит текст, связанный с Фатимой, с тем расчетом, что все равно автор следит. И я думаю, что Косталь Иванович, бы оценил наш труд. Но вы, как один из создателей мюзикла, что можете сказать, удалось ли воплотить в реальность все задумки, которые были изначально заложены в данный мюзикл, и удалось ли авторам проекта все-таки соответствовать великому произведению? Во всяком случае, мы сделали все возможное. Я, во всяком случае, и все те создатели, кто были связаны с творческой составляющей, мы сделали максимум из того, что было возможно, провели огромный труд. Я за него очень рад этому большому сочинению. Надеюсь, что у него все-таки будет долгая жизнь в разных вариантах, в разных воплощениях. И опять-таки, возвращаясь к этому балансу, конечно же, было всегда очень сложно, потому что, возвращаясь к эстетике, жанр мюзикла все-таки предполагает и определенное неклассическое прочтение и текстов, и даже иногда танцы тоже предполагалось сделать не очень традиционными. Поэтому были здесь моменты всегда поисков, чтобы соблюсти баланс, опять-таки, костюмы. Мы же не могли все ходить в традиционные, черкесские. Как-то поэтому старались тоже и художник-постановщик найти некий баланс, может быть, что-то добавить современного, опять-таки, не очень типичного, даже в цветовой гамме, например. Или какие-то, может быть, моменты, связанные с какими-то мизансценами, тоже они должны были соответствовать жанру все-таки, но в рамках традиции. Музыкально здесь тоже очень много чего интересного. Все, что связано с фольклорными всеми вкраплениями, то в основном это либо моя музыка стилизованная, либо подлинный
осетинский материал, который я интегрировал в мюзикл максимально бережно, максимально тонко. Вот, в частности, здесь есть Додо, вот известный «Плач». Он заканчивает у нас первый акт. Вот, получилось очень такой интересный, хотя Додо и вариантов очень много существует, но я вот решил создать немного такую свою версию. Мне кажется, получилось вполне достойно тому, что было сделано до меня. Артем, несколько лет назад на столетие Республики Адыгея вы решились на довольно дерзкий шаг. Написали песенную композицию на основе микста национальной общеевропейской музыкальной эстрадной традиции. Родилась не просто песня, родился своего рода современный гимн Республики Адыгея. Это была точка приложения ваших творческих усилий в отношении реализации своих амбиций, или же все-таки это такой сыновий долг, который вы захотели отдать своей малой родине? Тут на самом деле, вы правильно подметили, здесь на самом деле совпало все, вот то, что вы перечислили, потому что, конечно же, прежде всего меня двигало желание как-то вот именно выразить свой долг, свою любовь к республике, причем в каком-то новом качестве. И родилась вот такая песня, очень необычная, безусловно, и нетипичная для всех наших кавказских песен, потому что я, как большой любитель западной какой-то эстрадной музыки и музыки Элтона Джона, Майкла Джексона, я старался вот эти традиции, вот такого мирового, так скажем, хита, которые могли бы петь в любой точке мира, соединить с какими-то национальными элементами, в частности, с национальным языком, какими-то мелкими вкраплениями. Кстати, но самый-то любопытный момент, что, казалось бы, вот Адыгея, текст про Адыгею, но вот эту аранжировку делали в Осетии. Как интересно. Да, Давид Дзебесов, мой большой друг, мы с ним это все еще в те времена вместе создавали, и поэтому вот то, что звучит, мы с ним создавали, как ни странно, дистанционно здесь. Так что и Осетия принимала участие в создании этой песни. Вот. Я вообще верю, что эта песня все-таки ждет, наверное, более позднее открытие. Сейчас, может быть, народ не совсем был готов на тот момент к ее постижению, потому что все-таки слишком она была необычная. И вся эта эстетика, к которой я стремился, чтобы это все-таки, знаете, было вот как песни Майкла Джексона, вот мировые, когда все там стадионы поют, там, я не знаю, мир, что-то такое вот красивое. Вот у меня были такие вот как бы аналогии, и я старался это воплотить, поэтому, возможно, спустя время только еще люди по-настоящему поймут, что это за интересный, я считаю, материал. И, конечно же, что касается амбиций, конечно же, безусловно, я хотел вот этот свой поиск, все эксперименты, синтез, в том числе и в песне воплотить. И представился случай. Вот юбилей, а когда, как не к юбилею, написать что-то такое вот эпичное, такое масштабное. И вот получился такой, я считаю, удачный эксперимент. И будем надеяться, что он все-таки будет жить.
прекрасный и ласковый край. Мы желаем тебе процветания и счастья. Ты наше солнце, божественный рай. Та земля не коснется, которой не Настя. Адыгея, родная, моя любовь, пою и славлю тебя. К тебе возвращаются вновь и вновь твои дочери и сыновья. Много на свете историй иных, но ни одна на твою не похожа. Кто не прочувствовал солнце ладони твоих, тот на земле это просто прохожий. Вы очень часто в своем творчестве обращаетесь к этнической музыке, к национальной музыке. Почему? Ну, как вам сказать? Во-первых, конечно же, это взаимосвязь с Родиной, безусловно, всегда. Какое-то такое правильное отношение и бережное понимание фольклора, конечно же. Сейчас фольклор вообще, в принципе, переживает большой ренессанс, большой подъем в мире. Потому что в нашу современную эпоху у многих абсолютно возникает потребность возврата к корням, к каким-то своим Истоком. Да, истокам, да, к своим истокам, а это дает только фольклор. А особенно, если это человек творческий, связан с искусством, ну, грех не воспользоваться. Тем более, что вот эти крупицы фольклора, если их грамотно преподать, грамотно показать миру, то возникает, по сути, в какой-то степени, возможно, и новый жанр. Потому что фольклор же на самом деле очень безграничен в своих возможностях. И многое в фольклоре мы недооцениваем. Мы думаем, ну, это есть и есть, само собой, разумеющееся. А из этого можно сделать целый стиль. И, как мы знаем, сейчас во всем мире идет во всех культурах большой подъем. Все стараются свое самосознание показать, используют во всех сочинениях какие-то фольклорные элементы. У нас, естественно, в стране это тоже продолжается. И я стараюсь тоже это использовать, но, понятно, я не буду брать какой-то другой фольклор, хотя мне тоже интересен и фольклор других стран, но кавказский, конечно же, сегмент для меня самый важный. И хочется, чтобы наш кавказский именно фольклор был во всем мире как бы известен, по-новому открыт, потому что Кавказ ассоциируется с одной лезгинкой большой. У нас что все республики танцуют лезгинку, и вот эти все шаблонные в бурках, в попахах, что все народы у нас вот под одну гребенку прилизаны. А это ведь не так. Естественно, у каждого народа огромный пласт своей музыки, своей культуры, который к вот этой вот лезгинке общей кавказской не имеет никакого отношения. Жанр прекрасной лезгинки, но это не значит, что все народы именно такие вот. И чтобы этого не было, поэтому, безусловно, важно находить эти особенности, то, что для каждого народа присуще, свойственно, эти элементы, чтобы было различие, что вот это один народ, а это второй, а это третий. И это всю эту разницу показать. И я со своей стороны очень много использую. Естественно, своего и черкесского, адыгского фольклора, теперь уже какие-то элементы и уже осетинского фольклора. И я стараюсь максимально именно погружаться, не делать стилизации под какой-то общий, а именно погружаться именно в конкретный народ и понимать эти особенности и их воплощать, чтобы, знаете, для меня может быть высшая похвала, когда музыка, написанная, становится, как думает, что это народная музыка. Это, мне кажется, самая главная похвала. Что думают, да, это же народное сочинение, а это авторская музыка. Поэтому это, мне кажется, самое главное для композитора. Если делать так грамотно погружаться, чтобы стирались эти границы. Как мы знаем, в советское время многие наши великие композиторы, кто был из народа, их песни живут, и уже никто не знает даже, кто автор. Насколько важно для композитора иметь этот самый этнослух?
его надо воспитывать, этот слух. Все время нужно слушать, погружаться, находить для себя новое. Понятное дело, сейчас, к сожалению, вот так в реальности куда-то поехать, чтобы послушать там в село или в аул, сложно. Конечно, уже многое утрачено. Уже так не поют, как, может быть, пели в советское время. Но, опять-таки, сейчас век технологий. Можно послушать записи, можно пойти в ГОСТ, не знаю, там, телерадиофонд. В Адыгее я уже много лет занимаюсь, например, такой деятельностью, как издательством, например. Я очень много издал различных сборников и для национальной гармоники, и композиторов, песенников творчества, и какие-то академические сочинения. Потом мы, например, выполняли в 22 году, опять-таки, к юбилею республики, большой грант Президентского фонда культурных инициатив, записали первую часть антологии адыгской симфонической музыки. 2 диска огромных, 2 часа музыки. Тоже все было мной восстановлено, все партитуры, записи. Это было представлено в Петербурге, кстати говоря. Вот. И вот эта вся деятельность, безусловно, она погружает в этот контекст. И просто, знаете, на самом деле удивляешься, насколько много, какие кладези лежат у нас под ногами, но мы их даже не замечаем, эти кладези. Какие вот алмазы, вот не где-то там, вот когда-то куда-то ехать, вот они лежат под ногами. А мы почему-то по ним часто ходим, они для нас часто ценности не представляют. А на самом деле вот оно. Если брать это, пыль сдуть, привести в порядок и показать, скажут, ой, как здорово на самом деле. А мы-то думали, что оно там где-то далеко. Есть ли риск того, что мы утратим навсегда это наследие? Конечно, конечно. Этот риск существует, и он уже существовал много лет назад, а сейчас тем более, когда, как мы прекрасно знаем, и уходят языки, и уходит культура, и во многом, так скажем, опрощается вообще в целом отношение к фольклору, опять-таки, вот к вопросу о лезгинке общей. Вот так же, и, к сожалению, даже в самом народе это есть тенденция вот к какому-то, такому опрощению. И этого нельзя допустить. Безусловно, для этого я считаю, что существуют вот те люди, вот те счастливчики, по большому счету, как я, кто закончил какие-то учебные высшие заведения, и которые могут и должны, самое главное, должны возвращаться, не обязательно жить там конкретно вместе, но все время работать и вот эту дань прошлому, дань тем людям, кто служил в те времена, сохранению. И вот эту дань нужно отдавать. Я считаю, что людям просто профессионал непозволительно, у кого есть возможность, ею не пользоваться. Можно заниматься другим, но и параллельно, хотел сказать, извольте все-таки что-то делать и на благо народа. Но тот самый этнический материал, он может на первый взгляд показаться устаревшим. Как дать ему новую жизнь, новый импульс? Опять-таки вопрос контекста, как его воплотить. Безусловно, может быть, чисто старые записи, может быть, нельзя использовать, хотя тоже, опять-таки, это вопрос спорный. Надо изучать, смотреть, что это за материал, как его можно использовать, потому что часто бывает, например, какие-то песни жанровые используются совсем не по назначению. Сейчас все вот так перемешано, потому что люди не знают, почему они звучат именно здесь, а не здесь. Надо же это знать, в каком месте, допустим, какого-то обряда звучит именно конкретная песня, а почему она не звучит в другом месте, потому что так надо, вот ее там, ее нагрузка находится вот именно в той точке. И все равно, вот опять-таки, повторяюсь, важно все изучать, и понимать фольклор, его суть на самом деле, и, безусловно, его возможности безграничны абсолютно. И можно их воплощать и в симфониях, и в операх, и даже в песнях, как мы сейчас прекрасно знаем. Куча примеров в современной практике русских народных, так скажем, песен, или их стилизаций у нас становятся хитами. Хотя, казалось бы, что там может быть уже? А вот, тем не менее, показывает практика, очень даже может быть. И, соответственно, если есть примеры, значит, почему
как это должно быть мертво. Фольклор не мертв, просто наше отношение к нему может быть неправильное отчасти. Поэтому нужно отношение менять к фольклору, и тогда он будет всегда актуален. Вы соединили классическое фортепиано и национальный адыгский духовой инструмент. Для вас это диалог культур или смелый новаторский шаг? И то, и другое, могу сказать, потому что все в моем творчестве, вот опять-таки, соединяется в таком несоединимом контексте всегда. Мне хочется вот найти и диалог культур, чтобы он был более многогранным. То есть, чтобы не было, знаете, такого понимания, что вот эта национальная музыка, она какая-то низкая, сортная, а вот есть академическая, высокоевропейская, вот она должна быть серьезной. А это что-то такое несерьезное. Как раз-таки нет. И если насытить то и другое друг другом, и это все обогатить, и показать в разных каких-то комбинациях, чтобы оно заиграло новыми красками, то вот получаются такие вот эксперименты. Я надеюсь, еще у меня много впереди таких вот любопытных поисков. Хочется верить, что получится их реализовать и воплотить в жизнь. Но опыт взаимодействия с прошлым включает в себя в том числе и работу с чужим материалом. Для вас есть ли проблема своего и чужого материала? Абсолютно не существует. Я возвращаюсь к теме постмодернизма, нашего современного направления, где соединяется все абсолютно друг с другом. И для меня чужой материал, в принципе, часто становится, вот опять-таки, как своим. И вот, например, в частности, любопытный был пример в этом отношении. У меня вот уже больше года идет мой мюзикл в Москве, в Московском театре мюзикла «Тест на любовь», где я очень много использовал, опять-таки так нужно было по сюжету и по желаниям заказчика, очень много чужого материала. Потом я сам его хотел использовать, очень много цитат, стилизаций каких-то. В том числе я использовал даже фрагменты классических сочинений, причем очень известных, не каких-то там, а вот прям, которых все знают. И я могу сказать так, что приходили многие опытные слушатели, и композиторы большие, и музыканты, и никто почти эти цитаты не узнал. Вот представляете, как получилось? Ну, когда... Настолько они были трансформированы. Да, настолько вот они ушли в контекст, причем если их так слушать, скажут, ну да, вот это я говорю, и я им потом говорю, а вот вы услышали? Он говорит, а где? Я говорю, а вот же. Он говорит, ой, а как так? Я говорю, а вот так. То есть, понимаете, как вот, а это вопрос работы с цитатами. То есть, если брать чужой материал и его настолько погружать в контекст, в свой стиль, то часто вот такие бывают примеры, что уже невозможно узнать. Хотя, когда люди узнают, то, естественно, возникает этот эффект радости того, что, ага, а я узнал, значит, я что-то знаю. Поэтому здесь вопрос именно, для меня очень вот актуальный. Я люблю это делать, самое главное. Для меня здесь поэтому нет разделений. Я могу брать, опять-таки, из опер, и из песенной музыки, даже в том же мюзикле у меня куча цитат и из западных жанров, и какие-то, например, там кабацкие, танго, например, тоже я могу использовать, если это нужно. И ничего в этом такого нет. Если требует сюжет, я могу сделать стилизацию или взять что-то, какой-то мотив известный, и вот так развить, что он уже, его никто не узнает. Артем, сегодня идет упрощение окружающего мира. Наступает такая диктатура нормального. Но из нормального не рождается искусство. Искусство – это всегда какой-то внутренний подвиг. Вот скажите, для вас, что является моментом рождения настоящего произведения в подлинном смысле гениальности? Но здесь, конечно, я могу сразу сказать, что понятие гениальности или произведения достойного, которое будет жить, мы не можем дать здесь оценку. Никто не знает. Я не могу даже сказать, какое сочинение, допустим, если что-то после меня останется, что останется конкретно. Может быть, все уйдет вообще в прошлое и все забудут. А может быть, что-то, наоборот, все будет жить. Никто этого не может сказать, к сожалению. Потому что, как показала практика прошлых лет, многие великие композиторы, даже бывало столетиями, находились в забвении. Которые, казалось бы, и мы думаем, как так он мог быть? А вот было так. Поколение как-то вот эпоха уничтожала. Только спустя годы мы понимали, что это гений. Поэтому здесь сказать сложно на этот счет. Но момент именно, как вы говорите правильно, из нормального, к сожалению, да, сейчас в такое время все у нас подгоняется под какие-то клише, под какие-то стереотипы, что
возможно, связано с каким-то, может быть, вообще с общей глобализацией, что как бы моментами некого, не знаю, в принципе, так скажем, клипового сознания, которое не позволяет людям куда-то уходить вглубь, какие-то искать смыслы, долго во что-то погружаться, что это было раньше, вы сами знаете. Сейчас очень мало кто читает книги, в принципе, вот так вот, большие романы, не знаю, мало кто читает, либо оперы большие, по 3-4 часа, мало кто может уже высидеть. Хотя 100 лет назад с удовольствием сидели, слушали по 5 часов, время изменилось. И может быть поэтому, что меняется время и меняются, естественно, установки. Но в этом плане задача художника настоящего все-таки творить, как мне кажется, находясь в рамках данного времени, выходить за рамки этого времени. Вот так, если такой парадокс. А это, опять-таки, связано, безусловно, с вот тем, что я говорил раньше, внутренней свободой и честностью. То есть нужно воплощать то, что ты считаешь нужным. Вот ты хочешь это делать, надо его воплощать. И, возможно, то, что ты делаешь, когда-то, может быть, раньше, может, позже, станет реально, как вы правильно сказали, чем-то достойным времени. Вот, в частности, даже, я вот часто упомянул вот этот мюзикл «Тест на любовь». Конечно, мы понимаем, что это временный сюжет, там события, связанные с коронавирусом. Понятное дело, через 100 лет, естественно, все забудут, что когда-то был какой-то коронавирус, когда-то были все эти моменты. Но, с другой стороны, возможно, это станет мюзикл как таким, знаете, символом эпохи. Вот как мы смотрим фотографии, вот в таком-то году произошло, там что-то случилось, и мы смотрим. И вот, возможно, мюзикл просто будет как напоминание, что да, Периоды социального потрясения. были времена такие, да, что, может быть, ничего не осталось. Но как бы как артефакт эпохи он останется, возможно. Даже, может, не музыкально, а просто какими-то символами. Поэтому тут как бы сказать сложно, что останется. Но каждый художник, я считаю, просто обязан все-таки думать о вечности, что у него останется и чем он будет интересен спустя, не знаю, даже 50 лет. Про 100 лет мы даже сейчас не говорим. Хотела бы найтись, дала бы правильный номер. Если любовь, дом из песка, усилий зря не трать. Стоит найти то, что искал, готовься потерять. Эй, котенок, выше хвост! Небо закрыто, просвета нету просвета, закрыто небо. Видишь, он любит тебя! Думает, что любит тебя! Она не может любить меня! Да я люблю тебя! Это ставщики! Им все можно! Будем жить каждый миг, словно это последний. Я здесь больше не видел. Я разносчик! Разносчик, зараза! И только наш двор, ни капли не хлор, здесь держит оборону Кошкин. А наши дома передний край, мы тут ведем борьбу с умом. Любое гениальное наследие – это сентенция острейших чувств. Бывало ли у вас такое, что в состоянии острой депрессии или неприятия у вас рождалось что-то прекрасное, противоположное? Я не склонен к депрессии, у меня мой такой типаж, в принципе, я никогда не могу находиться там неделями, месяцами в прокрастинации, так называемой, находиться, лежать там, ничего не делать. Да и, в принципе, позволить себе этого не могу, потому что, как бы тратить бесцельно часы, дни на просто такое, как бы, сопереживание, не имею права на это. И жалость к себе. Да, вот естественно. Поэтому, тем более, все-таки, как выросший на Кавказе, но сами понимаете, кто у нас будет лежать месяцами на Кавказе и что-то там ждать, что само случится. Как-то всегда себя, как Мюнхгаузен, за волосы вытаскивает из болота. Поэтому, а тем более в Москве это вообще, в принципе, невозможно. Там такой ритм, что каждый день простое, но это все, это как бы потом проблема. Творческая смерть, да, конечно. Профессиональная смерть. Вот особенно это если проекты, то это все, это смерть, это уже там сроки всегда поджимают. И здесь на самом деле всегда важно все-таки находиться вот в этом вот как раз-таки ритме. Вот. И чем мне в этом плане близка Москва, вот она задает темп. И вот когда ты входишь в этот темп, как на дороге, то там нельзя остановиться посреди дороги, встать. Это невозможно. Там сразу произойдут проблемы большие. Вот вплоть до смертельного исхода. Поэтому вот Москва задает этот темп, и ты в него входишь, и уже по нему вот едешь
в этом темпе работаешь, и поэтому никаких депрессий в Москве, для меня, опять-таки. Несмотря, конечно, на то, что город серый постоянно, солнца там мало, я все-таки даже сейчас прям получаю такое удовольствие, потому что светит солнце. Вот особенно эти дни были прекрасные просто дни. И воздух, и все-таки вот этот дух, тем более горы видны. О чем можно говорить? Сразу возникает и желание работать, но нужно давать эту, естественно, разрядку, что дает нам как раз-таки наши места. А Москва – это темп, где никакой депрессии и никаких моментов, связанных, что это будет у меня простое творчество, я сейчас не буду писать год, а потом вернусь. Так нет, не бывает. В принципе, каждое сочинение всегда рождается на каком-то сломе всегда. Особенно если большие проекты, то они не всегда не проходят, как сказать, безоблачно. Всегда очень много каких-то внутренних бывает противоречий, и часто приходится преодолевать что-то и даже наступать где-то на горло, потому что я хочу так, а там заказчик хочет по-другому. И надо находить какой-то консенсус в этом плане, чтобы всем угодить. Поэтому здесь, наверное, может быть, конкретно я так не могу назвать, но важно все равно понимать, что время, так скажем, ускоряется. Так мы все это ощущаем. И каждое новое сочинение все равно будет, наверное, уже другим. Потому что все меняется вокруг, никто не знает, куда этот темп выведет нас. И какие события, опять-таки, даже если уж говорить про какие-то ключевые моменты, в частности, например, годы пандемии, казалось бы, очень страшные годы, очень много всего произошло, так скажем, не самого приятного. А у меня как раз-таки начался в это время взлет. Как раз-таки какие-то получились и победы в нескольких конкурсах, и заказы, и мюзиклы, и как-то все пошло. Хотя, по идее, все сидели дома, все опять-таки занимались прокрастинацией, ничего не могли делать, все было закрыто. А как-то у меня получилось, что наоборот, меня это как-то безвременье общее подтолкнуло. Может быть, если не было пандемии, может быть, так бы и не было. Есть ли у нас на сегодняшний день подготовленная публика, которая готова воспринимать современную композиторскую музыку? С учетом того, что это больше накопительная история и накопительный опыт. К примеру, как музей современного искусства, они не всем доступны для понимания. Что происходит с современной композиторской музыкой? Очень сложный вопрос, потому что на самом деле публика, я могу сказать, только на стадии формирования. Это несмотря на то, что уже 30 лет, как все-таки уже как-то открыты границы, и, так скажем, свобода у нас проникала в творчество все это время. Но публика, сами знаете, очень долго воспитывается, и не один год, и не только композитор именно воспитывается. И в целом современную музыку в основном более правильно воспринимают и более научены это, конечно же, в столицах, в больших городах, где очень много есть и композиторов, и каких-то фестивалей, выставок. Поэтому сформировалась некая, очень, правда, узкая, но прослойка. Но я могу здесь заметить, даже в мире, там Европа, где-то там все хорошо, а у нас люди не слушают что-то достойное. Ничего подобного. На самом деле, в целом в мире, по статистике, только 2 или 3% людей слушают академическую музыку. Во всем мире, по статистике. А там все большие баллы – это хип-хоп, рэп, и так далее, не знаю, там рок и т.д. и т.п. Да, неоклассика. Поэтому во всем мире люди не стремятся тоннами, тысячами людей бежать, слушать какую-нибудь симфонию какого-нибудь современного композитора. Это во всем мире такая тенденция. Но она формируется. И если возвращаясь к нашим регионам, то, безусловно, у нас, конечно, ситуация сложнее, безусловно. У нас все-таки публика более консервативная, более традиционная, привыкла что-то такое слушать более уже, так скажем, знакомое. Но в этом плане наша задача все-таки творцов и тех людей, кто создает, публику образовывать.
Поэтому, да, нужно идти отчасти, может быть, где-то на поводу, где-то делать компромиссы. И не делать, я вот хочу и все вот так, слушайте, 2 часа там что-то сложное. Нет, надо всегда искать какой-то компромисс, баланс. И вот в частности, опять-таки, возвращаясь к мюзиклу, мне показалось, что там все-таки найден вот такой определенный баланс. Безусловно, это вопрос времени, но все равно даже в рамках мюзикла, ну, казалось бы, жанра максимально доступного публике, вот на нашей почве, конечно, может быть, было сложно поначалу, и, может быть, не вся публика по-настоящему оценила все эти, как бы, тонкости жанра. Но я считаю, что заявка есть. И самое главное, есть прецедент, и люди, я надеюсь, будут как-то, ну, не то что стремиться, но хотя бы пытаться, так скажем, понять, а что это такое, почему это любят. В России многие композиторы и музыканты, исторически так сложилось, были из аристократического сообщества. Сегодня быть композитором – это тоже статусно, потому что композиторы создают своего рода целые миры. Вы ощущаете вот эту привилегированность, причастность к этому элитарному обществу в своей профессиональной среде, как композитор? Понятие элиты, вот именно сейчас, оно тоже не такое простое, как мы думаем. Опять-таки, кто-то, например, вот из музыкантов, из композиторов, вот из каких-то музыкальных семей, с традициями приходит в музыку. Очень много кто не приходит из таких семей. Просто вот становится вот из простых семей, приезжает, или как-то так получается, что становится музыкантом или композитором. Поэтому можно ли его считать аристократом? Как бы по происхождению нет. А как бы то, что он крутится в этом всем сообществе, кстати, тоже не всегда показатель. Люди, кто связан с нашим миром, вот этого академизма, все-таки они теперь уже связаны с тем, что происходит вокруг. Это такая взаимосвязь теперь уже для нас необходимая. И возвращаясь к вопросу о внешности, то, что мы как-то говорили, вот здесь вот этот момент, возможно, и присутствует, так как вот у так называемой элиты, если так брать аристократию, у них есть определенного рода снобизм. Существует, что вот традиции, вот надо выглядеть вот так, надо делать так, выходить. А я как-то к этому отношусь более свободно. И я считаю, что как бы элита все-таки это не ходить в пиджаке, там, или в какой-то, там, не знаю, в обуви или там в определенном, какого-то кроя брюках. А элита – это совсем как бы внутреннее наполнение скорее. И поэтому внешность часто, меня, естественно, в этом плане иногда критиковали, но не сильно. Что слишком я, например, могу в консерватории, там, в большом зале выйти в каком-нибудь, там, не знаю, там с ирокезом, например, выйти, или там в каких-нибудь там каких-нибудь там этих рок-обуви, и так далее, с какими-нибудь там очень такими экстравагантными тоже нарядами, но в меру, естественно. Я всегда сохраню баланс, потому что все-таки здесь важно, наверное, вот скорее момент – это вкус. Вот вкус – это, наверное, для меня показатель как раз-таки вот той самой аристократии, связанных… соответственно, ваш рецепт такой элитарности – это здравая доля бунтарства и рационализма. Да. Именно так. Но чтобы это было все в меру, и вкус никто не отменяет. Вкус надо воспитывать. Но если вот не знаю, у кого-то его, может быть, нет, его надо воспитывать. А так обычно вкус считается, что он врожденный. Артем, в конце прошлого года в Петербургском форуме объединенных культур робот Арди исполнил песни на стихи русских классиков, которые на музыку переложил искусственный интеллект.
А потом даже выступил дуэтом с Надеждой Бабкиной. Стоит ли сегодня все-таки бояться того, что искусственный интеллект вытеснит истинное творчество и истинное искусство на задворке? Очень хороший вопрос. Я о нем уже много лет думаю и неоднократно с этим сталкивался. И могу сказать сразу, что у меня есть, например, опера. У меня есть одна, посвященная искусственному интеллекту как раз. В 19 году еще она была написана и была поставлена в Театре Станиславского в свое время, где эта уже проблема уже у нас уже стояла тогда. Взаимодействие искусственного интеллекта и человека. И как это, и к чему это может привести. Но тогда это привело к не очень хорошему эффекту. Там были такие моменты. Вот, его, так скажем, победы. Но я могу здесь сказать так, что не надо его так бояться, как многие его сейчас как бы так демонизируют, что вот придет, вытеснит композиторов, мы будем все без работы. Без работы мы не останемся. Вот опять-таки, профессиональные композиторы точно без работы не останутся. Потому что чем искусственный интеллект может быть полезен? Тем, что он может заменить, так скажем, нишевый сегмент. Вот, например, музыка, не знаю, в торговом центре звучит или где-нибудь в аэропорту. Зачем ее писать композитору? Такую музыку написать может искусственный интеллект. Причем она каждый день будет разная. Может писать композитор каждый день для торгового центра новую музыку? Но физически он просто не сможет. Либо нужно, не знаю, 100 композиторов иметь, которые будут писать. А искусственный интеллект прекрасно с этой задачей справляется. И поэтому вот такую фоновую какую-то музыку, как называют сейчас, одежду музыкальную, как сейчас, ну, так, я так часто называю, ну, какой-то сегмент сопроводительный. Почему То есть нет? такие низкоинтеллектуальные, рутинные задачи будет брать на себя искусственный интеллект, Я думаю, что да. освобождая поле деятельности для творчества истинным создателям. Я думаю, что здесь, конечно, будет проблема в том, что многие вот эти композиторы, кто это все создавал, вот они могут остаться без работы. Искусственный интеллект не может создавать новое. Он не может генерировать идеи, вот о чем я говорил. А для композитора важно создавать идею. То есть он может копировать, брать за основу что-то и развивать, но создавать новое он физически как бы не может. Это машина, алгоритм. Он только работает по уже заданной траектории. Поэтому здесь вопрос, кстати, может быть, будущего роли композитора, тот, кто будет создавать какие-то алгоритмы интересные. Вот это, может быть, здесь будет такое взаимополезное сотрудничество. Потому что пока все-таки алгоритмы задают все-таки ученые, кто связан вот с IT-технологиями. Композиторов, мне кажется, мало вот в этой сфере, кто учит ИИ. Но сегодня многие Да. специальности рождаются на стыке дисциплины. Возможно, представители IT-сферы найдут общий язык с композиторами, с музыкантами. И, соответственно, родится новая специальность и новые творческие новые продукты. творческие, да. Но не продукты искусства. Не продукты, нет. Да. Артем, какие сейчас у вас творческие задачи, планы? Возможно, есть какие-то сверхзадачи, которые вы для себя ставите в профессиональном отношении. И, возможно, есть и обозримые цели на ближайшее будущее. Да, конечно же, по поводу сверхзадач, может быть, сказать сложно, потому что они всегда есть, но к ним всегда путь очень долгий. И вот опять-таки повторяюсь, тут должны сойтись многие пазлы, чтобы, допустим, какой-то коммерческий заказ совпал с моими какими-то внутренними, и это все приводит к чему-то очень интересному для всех. И для заказчика, и для меня. В Адыгее сейчас у меня готовится в апреле премьера тоже спектакля с моей музыкой, драм-спектакля. Этот год уже, в принципе, как-то расписан по времени. Некие вещи вне проектов, они, безусловно, зреют. Какие-то моменты, мои даже старые запасы, которые ждут своего часа. Потихоньку я их доделываю, дорабатываю, что-то и там еще вношу какие-то изменения. И, безусловно, жду момента, когда все, как говорится, звезды сойдутся, и, наконец-то, удастся это воплотить в жизнь. Артем, мы благодарим вас за сегодняшнюю встречу, за сегодняшнее интервью. Желаем вам реализации творческих планов и амбиций. И пусть, конечно же, все сбудется. Да. Штырбужник, Аманшин Ут, Забахут.